Салам алейкум, хурматлы милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые башкортостанцы. Сегодня я хотел бы сделать видеообращение к главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. Для меня он лично является нелегитимной глава, потому что, во-первых, он является ставленником Москвы, ставленником Путина. Во-вторых, выборы, которые прошли в 2019 году, были фальсифицированы. Это можно узнать в интернете, там все об этом написано. То есть было вброшено очень много голосов за Хабирова. Так вот, он является нелегитимной главой. Но на сегодняшний день он обладает всеми рычагами управления в Республике Башкортостан. Ему подчинены законодательная, исполнительная, судебная власть, Конституционный суд Республики Башкортостан. Поэтому он может принимать решения волевые, если на то понадобится. Так вот, обращаюсь к Радию Хабирову. Ради Фаритович, не буду говорить вам уважаемый. Так вот, вы являетесь гарантом Конституции Республики Башкортостан. Вы являетесь гарантом безопасности жителей Республики Башкортостан. Я вам напомню, что Республика Башкортостан на сегодняшний день является государством в составе Российской Федерации. Это можно увидеть в Конституции Республики Башкортостан, статья 1. Это можно увидеть в Конституции Российской Федерации, статья 5, пункт 2. Так вот, наша Республика Башкортостан, еще раз говорю, является государством в составе Российской Федерации. А сама Российская Федерация является федеративной по своему устройству. Так вот, наша Республика Башкортостан когда-то входила в нее с договором. Мы подписывали договор. И даже если его и не продлили в будущем, все равно мы на сегодняшний день являемся государством, которое на договорных основах входит в эту страну, в эту федерацию. Так вот, вы на сегодняшний день являетесь ее главой, можно сказать, фактически хозяином этой республики, которому, еще раз говорю, подчинены практически все ветви власти, и вы имеете влияние на это. Так вот, я обращаюсь к вам, Ради Фаритович, издайте указ о том, чтобы наши башкирские парни не отправлялись на войну в Украину. Сегодня идет агрессия со стороны Российской Федерации в отношении независимого суверенного государства Украины. Российские войска вторглись на территорию Украины и ведут там захватническую войну. Они уничтожают города, бомбят, уничтожают мирных жителей. Умирают наши украинские и наши солдаты российские, в том числе и наши солдаты с Республики Башкортостан. Так вот, этой войны не должно быть. И если она идет по воле Путина, то наши башкортостанские парни не должны там участвовать ни в каком виде. Отдайте указ о том, чтобы наши башкирские парни не отправлялись на войну. Проявите мудрость и силу воли. Проявите такую волю, как в свое время проявил Шаймиев, президент Республики Татарстан, когда издал указ о том, чтобы татарстанские солдаты не отправлялись в Чечню. Сколько вам нужно жизней положить башкирских парней в Украине, чтобы вы поняли, что эта война не наша. Уже сегодня, на сегодняшний день, больше, наверное, я так думаю, больше 10 человек погибло. Просто мы все не знаем всех фамилий. 3 вы официально признали, еще вот появились сегодня только еще 3 фамилии. Это 6 официально только, да? А еще неофициально сколько погибло, сколько в плену находится. То есть уже за десятки перевалило. А вполне возможно, что будет и сотни. Вполне возможно, что может быть и тысячи. Неизвестно, сколько продлится эта война. Так вот, я вам еще раз говорю, Радий Фаритович, проявите силу воли, найдите в себе мужество, отказать Путину в отправке наших башкирских парней, наших, вне зависимости от национальности, наших парней Республики Башкортостан в Украину.
это не наша война, и наши ребята там не должны погибать.